Начнем с кадровых перестановок. Председателем правительства Ингушетии назначен бывший спикер парламента Зелимхан Евлоев. Нового премьер-министра на расширенном заседании правительства сегодня представил глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Зелимхан Евлоев выступил с официальным докладом о планируемых преобразованиях в правительстве. Также в ходе совещания Юнусбек Евкуров поблагодарил за проделанную работу Руслана Гагиева, который возглавлял кабинет министров с ноября 2016 года. Репортаж Индиры Манкиевой. Выполнить майские указы главы государства, подвести итоги реализации федеральных и региональных целевых программ, реализованных в республике. Вот лишь некоторые задачи, озвученные Юнусбеком Евкуровым, новому председателю правительства. В приоритете по-прежнему повышение уровня жизни, улучшение его качества и обеспечение населения новыми рабочими местами. И экономический и социальный блок правительства, как подчеркнул глава, должны работать сообща. Только так удастся добиться динамичного развития региона. Всего здесь на первом заседании при новом председателе правительства не расскажешь, потому что задач очень много. Но еще раз всех призываю к конкретной работе. И вам, как новому председателю правительства, конечно, сейчас надо... Мы вчера завершили все мероприятия, процедуры, чтобы не откладывать. Уже с утра уже нового председателя правительства. Конечно, уже легче. Поэтому, конечно, со своим аппаратом надо сейчас посмотреть, чтобы не было провалов задач, которые стоят. Зелимхан Евлоев зачитал доклад о планируемых изменениях в структуре регионального правительства. Срок полномочий старого Кабмина завершается сегодня. Но уже на этой неделе будут объявлены имена новых членов правительства и руководителей органов исполнительной власти. Предлагаю на ваше решение, на утверждение вами структуру правительства Республики Ингушетия. Значит, из ныне сегодня работающих 8 вице-премьеров предлагаю сократить до 5. Теперь хочу пройтись по министерствам. Министерство имущественных отношений и земельного населения Республики Ингушетия без изменений. Министерство культуры и архивного отдела Республики Ингушетия предлагаю включить комитет по туризму. Министерство образования и науки Республики Ингушетия также предлагаю включить в состав министерства. Руководитель будет на уровне заместителя министра, как управление по делам молодежи при Министерстве образования. Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства предлагаю включить стройнадзор в целях для оптимизации не только расходов, но чтобы мы чувствовали, что Министерство строительства будет таким органом, который будет осуществлять свою деятельность и чувствовать и определять политику в сфере целого жилищного строительства. Министерство экономического развития, значит, назвать Министерством экономического развития и промышленности и добавив туда 8 единиц из Комитета промышленности. А после официальной части заседания глава Ингушетии, премьер-министр и члены правительства поблагодарили теперь уже экс-премьера Руслана Гагиева за проделанную работу, отметив ее благодарственной грамотой. Наградить грамотой главы Республики Ингушетия Гагиева Руслана Магомедовича, председателя правительства Республики Ингушетия. Одно могу сказать, смело. За эти почти 2 года я усвоил главный принцип главы. Ежедневно непрерывный труд во благо республики и народа. Я этому научился. Поздравляю с назначением моего бывшего руководителя и коллегу Зелимхана Султанхамедовича. Желаю вам успеха в новом посту. Глава республики также прошелся по всем сферам жизнедеятельности, потребовал у каждого из министров оптимизировать свою работу. Индира Манкиева, Гапурчик, Киев, Новости 24.